В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня в гостях психологи и педагоги столичных дошкольных образовательных учреждений Луиза Магомадова и Аминат Кадырова. Маршал. Чтобы понять лучше вашу работу, задам несколько вопросов. Поделитесь основной целью вашей работы психологом-педагогом в дошкольном учреждении. Основной целью нашей работы является обеспечение эмоционального благополучия, сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников образовательного процесса. Для этого мы используем различного рода диагностики, также индивидуальный подход к каждому ребенку. Также мы используем игровой форме подходы к детям, что они очень любят. Хорошо. Давайте мы начнем нашу игру. Если вы готовы, у нас есть 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас 3. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? 50 на 50, право на ошибку. Да. Если позвоним, нам не ответят, что мы будем делать? И первый вопрос звучит так. Кто по традиции выступает первым на собраниях? Младший, старший, бедный, красивый? Мы так думаем. Старший, наверное. Ответ Б. Право первым выступить за старшим. Абсолютно верный ответ. Второй вопрос. Что делают с лепешкой, которую бросают при посещении невесты родник? Смотрят, насколько далеко уплывет, кормят рыб, вылавливают и хранят на память, стреляют по ней. Ответ Д. Ответ Д. Да, конечно, стреляют по ней. Это очень такой красивый. На второй или третий день, когда гости разойдутся, новые родственники ведут невесту к роднику. Если, конечно, такое есть поблизости. В городе этот ритуал по понятным причинам не проводится, а в селах все еще проводят, и в воду бросают лепешку, и один из родственников жениха выстреливает в нее. Абсолютно верный ответ. Считается, что девушку, впервые пришедшую к роднику, может подстерегать водяной. И лепешка служит приманкой, а выстрел должен убить его. После этого невеста может спокойно ходить за водой. Чеченская республика на западе граничит с Северной Осетией, Ингушетией, Дагестаном, Грузией. Северная Осетия, значит, и никак, да, если на западе, значит, Ингушетия. Дагестан тоже нет. Чеченская республика граничит со следующими субъектами России. На западе с Ингушетией, абсолютно верный ответ, на северо-западе с Северной Осетией и Ставропольским краем, на северо-востоке, востоке и юго-востоке с Дагестаном, а на юге-западе и юге с Грузией. Четвертый вопрос. Как по одной из легенд решает умереть Сеска, Солса и Арстройцы, герои нардского эпоса, осознав, какие разрушения и бедствия они приносят людям? Кружатся, исполняя прощальную песню и растворяясь в звуках музыки. Превращаются в звезды, чтобы освещать путь людям после своей смерти. Впускают в себя ветер, который уносит их в бескрайние поля, делая частью природы, выпивают расплавленную медь. Выпивают расплавленную медь. Там еще такая интересная история была. Когда Солса выпил эту медь, и он очень жестокая была его смерть, он звал на помощь, чтобы кто-нибудь ему воды принес. Они в то время умели разговаривать с животными, они понимали их речь. И там мимо, так сейчас, если не ошибусь, ворон пролетал, он не принес воды, и волк, по-моему, тоже. Только голубь принес в клюве воды ему. И сейчас я точно не могу сказать. Он какую-то ленточку, что ли, на шею этому голубю завязал. Да-да-да. И говорят, с тех пор у голубя вот эта полоска. По-моему, я точно не знаю. Хорошая легенда, да? Это нардский эпос, это очень интересный вопрос. Ответ Д. Выпивают расплавленную медь. Сеска Солса, герой нардского эпоса у чеченцев, являлся предводителем племени нард-арстройцев. Есть разные версии их смерти. Одна из них гласит, что Сеска Солса и остальные арстройцы, осознав, какое разорение и беды несут людям, сами выпили расплавленную медь. Абсолютно верный ответ. Они были очень отважными. Пятый вопрос. Какой эпитет не используется в отношении Ильяса Татаева? Жрец Ее Величества природы, скульптор нового тысячелетия, новатор и первооткрыватель неведомой красоты природы, творческий мыслитель. Не используется. Так, жрец Ее Величества было, по-моему, скульптор тоже. Так, сонатор.
Но Хотя он всем является. Первооткрыватель, он единственный, по-моему, кто занимался таким творчеством. А вот скульптор нового тысячелетия, Нет? нет, творческий мыслитель ему подходит, ему даже дали известные художники, написали отзыв о нем, как этот Моцарт в музыке, Да-да. в своем художестве. Жрец Его Величества природы, потому что он эти карпы собирал и из них готовил материал для своей работы. Все это подходит, кроме Б. Первооткрыватель неведомой красоты и природы. Почему-то я, Но новатор. по-моему, Но он нет? неведомый новатор. И к С я склоняюсь, потому что он же не первооткрыватель этой красоты. Может, среди чеченцев. Такое не использую. А, Какой да, эпитет не использую? Как ты думаешь, С? Жрец Ее Величества природы. Ну, это такое, вот такие названия я помню. Может. Интересные, как его творения, такие же интересные названия. Но он называл, да, матушка природа, все это. Так. Так, новатор, С? Как думаешь? Или подсказка. Так, право на ошибку, если не Давайте. уверены. Давай право. Используем? Право на Давайте ошибку. тогда. Право на ошибку. Хотя- И ваш ответ. Я догадываюсь, но... Давай тогда отвечай. Не будем использовать. С. С, новатор. Используем? Ну да, право на ошибку. Право на ошибку и ответ С. Ответ С неверный. Верный ответ Д. Ильяс Татаев, первый профессиональный чеченский кинорежиссер, основатель национальной кинематографии, скульптор. Его называют жрецом Ее Величества природы, скульптором нового тысячелетия, новатором и первооткрывателем доселе неведомой миру сокровенной красоты природы. Без одной подсказки, но и шестой вопрос звучит так. Какой из романов не являлся частью трилогии Абузара Айдамирова «Долгие ночи», «Молния в горах», «Буря», «Черные дни»? Так, да. Долгие ночи — это первая часть. Молния в горах — вторая. И Чёр- буря — третья. Черные дни. Да. Может. Не является. Авторству Абузара Айдамирова принадлежит историческая трилогия о Кавказских войнах «Долгие ночи», «Молния в горах» и «Буря». А «Черные дни» — один из первоначальных названий романа «Долгие ночи», который не понравилось издательству. И, конечно, такого названия, такого под таким романом нет. Седьмой вопрос. Какой элемент заимствовал парижский балет, вдохновившись чеченским национальным танцем? Вставайте на пальцы ног, возглас, наличие одной пары, мужчина приглашает девушку. Так, парижский балет. Вообще балет, они так на История, ноги да. становятся. А в нашем Чеченцев танце что взяли? парни Да. тоже на ноги, и девушки на ноги Какой элемент становятся. заимствовал парижский? Вдохновившись. Вставать на пальцы ног, конечно, я склоняюсь. Возглас, наличие одной пары. Но они же Балете. как бы все равно подожди, в мужчина. балете они же поддерживают свою пару, значит, взаимодействуют. Ну, как бы в паре. Все это у нас есть. Все они могли себе принять. Так, Так что у нас там было 50 на 50? да. Использовать? Подожди. Седьмой вопрос. Ну, утверждать, наверное, догадываюсь логически, вставать на пальцы ног. Там мужчина Давай. приглашает девушку. Каким образом там в балете будут приглашать девушку? Наверное, есть. Так, не знаю даже. Ну, давайте тогда вариант А. Вставайте на пальцы ног. Вариант А. Одно из движений, когда мужчина становится на кончике пальцев и скидывает руки вверх, вдохновило танцоров парижского балета, и они начали танцевать на цыпочках. Абсолютно верный ответ. Ну, представь. Хорошо, у нас они приняли. Восьмой вопрос. Кто велел Алхасту отправиться за Малх-Азни в сказке «Алхаст» и «Малх-Азня»? Отец, братья, Сармик, одноглазый Нарт. Так, кто? Так, Сказка. Ага, это одноглазый нарт. да, одноглазый Нарт. Вот прям так, Ответ да, Д. сразу. Абсолютно верный ответ. Цитата: «Если ты добудешь Малх-Азни и придешь ее ко мне, тогда сможешь забрать свою невесту». После этого одноглазый Нарт отпустил Алхаста. Он сказал невесте, что она должна жить у одноглазого до его возвращения, и поехал добывать уже
Малхазне. Да. И потом с 2 женами он домой поехал. И 9 вопрос. В каком году в Грозном появилась телефонная станция? В 1679, 1897, 1928, 1957. Так, смотри, телефонная станция. Не знаю. Подожди. А ты знаешь? Но тут нам придется использовать 50 на 50, да? Ну, давайте тогда используем эту подсказку. 50 на 50, да? Да. Уберите 2 неверных варианта ответов. И у вас остается Б и С. Б, С. Либо это 1897, либо 1928. Плюс телефонная станция. Первая телефонная станция. Может, Б? Потому что у нас тут еще 1600 был там. Нет, они исключили. Я поняла. Мгм. С и Б, да? С и Б. Наверное, Б. Да. Б. В 1897 году самоуправление Грозного внесло в Гордуму проект устройства телефонной сети. Этот проект и стал первым шагом телефонизации региона. Абсолютно верный ответ. Уже в том же году в центре столицы провели воздушную телефонную линию и специально из Ростова пригласили 5 телефонисток. Сама станция разместилась в 2 комнатах почтово-телеграфной конторы, и по тем временам это была всего лишь внутренняя сеть, которая не выходила даже за черту города. Да и абонентов было немного, всего 200 номеров. Но это событие стало по тем временам настоящим прорывом. И 10 вопрос, как вы думаете, про что будет? Ну, надеемся, что мы на него ответим в любом случае. Подсказок уже больше нет. Сколько Да. полков входило в состав Кавказской туземной конной дивизии? 2, 3, 6, 8. Так, Сколько ходил в состав Кавказской туземной конной дивизии? Ну или по-другому дикая дивизия. 2. 2. так мало? 2 слишком мало. Ну тогда 8 может быть. 8 слишком много. Кавказ. Так, давай. Ни туда, ни сюда, да? С. Давай тогда С. Ответ Б. С. Да. Это окончательный ответ. Да, что делать? В соответствии с приказом императора Николая II о создании Кавказской туземной конной дивизии от 23 августа 1914 года дивизию составляли управление и 3 бригады по 2 кавказских туземных конных полка. Соответственно, 6 полков. Луиза Аминат, я вас поздравляю, вы абсолютно победители. Небольшие подарки от нашей телерадиокомпании. Ой, спасибо большое. Спасибо огромное. Как приятно получать подарки. За что-то? За победу? Спасибо за приглашение на эту игру. Нам было очень приятно поучаствовать, очень познавательная игра. Много интересного, нового узнаем для себя. В принципе, было очень полезно и интересно. Спасибо, нечего добавить. Луиза Аминат, я признателен, что вы приняли приглашение, пришли. Год, что вы победили. Масана Дерес. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Аликейл Машева.